Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. Сегодня мы поговорим о 3 офицерах царской армии, чьи истории не исчезли из публичного поля, а их подвиги до сих пор хранят архивные фонды. С нами Бекхан Ужахов, начальник отдела использования документов и научно-информационной работы Госархива Ингушетии. Приветствую вас. Здравствуйте. Бекхан Магомедович, для начала хотелось бы узнать, какой информацией располагает Госархив Ингушетии о Базоркине, Борове и Далтмурзиеве? Госархив Ингушетии, как говорится, собирает по крупицам эту информацию, такого, чтобы по каждому отдельной личности было очень много информации, такого нет, не получается так собирать. Но где-то приказы, где-то распоряжения тех времен, с каждого такого, чтобы по каждому отдельной личности было очень много информации, такого нет, не получается так собирать. Но где-то приказы, где-то распоряжения тех времен, с каждого тут одно предложение, там другое, все, что интересует по ним, так собирается эта информация. Но единственное, наиболее подробный документ, то, что у нас есть, это послужные списки. Потому что там в те времена не было ни паспортов, как сейчас узнать, когда родился, где родился и так далее. Поэтому там описывается, в каком месте родился человек, год его рождения, полностью подробно служба, какую службу он проходил, если он погиб, то когда погиб, его все эти регалии, даже до каких-то мелочей, в отпуске был, болел, это все описывается именно в послужных списках. Кроме того, Государственный архив выпустил издал книгу «Боевая, трудовая, спортивная слава Ингушетии». Здесь мы тоже пишем биографические данные и военные данные об разных наших героях, есть в том числе о тех, кто получал высшие награды в Российской империи. Здесь же у нас наш сегодняшний герой, тоже мы запечатлили, это Бек Боров, Султанбек, он здесь у нас. Здесь же у нас Базоркин Крым Султан Банухоевич. Кстати, его дядя Мачко здесь тоже один из первых стоит. И Далтмурзиев Султан Дениевич. О них тоже здесь у нас подробно написано. Получается, желающие могут прийти, в Госархив, почитать, ознакомиться? Да, конечно, могут. Начнем, если вы не против, тогда с истории Базоркина Крым-Султана. Какой информацией располагаете вы сегодня? Крым-Султан Базоркин — это человек из известной, как говорится, военной династии тех времен, все мы знаем про Базоркиных. Он родился в 1886 году, опять же, по послужному списку в селении Базоркино, которое, как известно, было названо в честь его дяди, родного брата, его отца, Мачко Базоркина. Первый ингушский генерал Банухо Базоркин. У них в семье было 7 мальчиков, 7 девочек, братья и сестры. 2 братьев тоже офицерами были царскими, как и он. Как тогда было в конце 19-го, начало 20 века, стандартно было сначала именно в военных династиях, они давали образование, общее образование, потом уже военное. И человек сначала был отправлен в Владикавказское реальное училище, там общее образование получил, потому что это самое ближайшее место было, центр Терской области. Потом уже дальше он отправляется в Тверское кавалерийское училище, уже военному опыту набираться. Это 1909 год был. В 11 году он это училище заканчивает. И в чине, по-моему, корнета его выпускают из этого училища. Такая фотография тоже есть его военных времен. После училища, это военное училище в 15-й татарский уланский полк, он находился в Польше. Потом, это 11-й год, оттуда он переводится в 13-м году в Амурский округ военный, пограничный, то есть совсем в другую сторону страны. Тут Польша, тут он в северо-восточный Китай направляется, в Маньчжурию. Там они военную дорогу охраняли, КВЖД. Единственное, почему он так решил, я не знаю, единственное, там возможно из-за того, что там уже служил его близкий родственник, внук Мачко Базоркина, Николай Базоркин, будущий полковник царской армии. Возможно, из-за этого, отправился.
Но точные причины неизвестны. Да, неизвестно. Вот странно, вот оттуда, почти всю страну, туда направляется. В 2014 году, уже когда в августе он узнает, что хотят формировать ингушский конный полк, он пишет заявление, чтобы перевели туда. И вот с 2014 года, уже, по-моему, с сентября он в этом полку. И вот как они на театр военных деятельности направились осенью уже, с тех времен, со всех сражений он участвовал. Ну, еще в 2015 году его представляли к Золотому Георгиевскому оружию, полковник ингушского полка Мирчули за его заслуги. Но тогда ему не дали его, дали Владимира 4-й степени орден. Помимо этого ордена у него еще были Станислав 2-й, 3-й степени, Анна 3-й, 4-й степени. То есть он очень много получил наград, да, за свои достижения именно в войне. Тогда он был в чине поручика. В полях каких сражений он особенно отличился? Ну, самое такое центральное сражение, в принципе, одно из сильнейших сражений, в которых участвовал ингушский конный полк, это было при деревне Езержаны. Это во время Брусиловского прорыва было. Сейчас это крайний запад Украины, тогда это Австро-Венгрия была. Вот там он командовал 4-й сотней ингушского конного полка. В ходе вот этих сражений вот за эту деревню себя проявил героически. Здесь есть приказ даже о награждении за то, что он участвовал в этом сражении золотым георгиевским оружием. Но, к сожалению, посмертно, потому что в него попала разрывная пуля, и он там же скончался. Высочайший приказ 30 ноября 2016 года написано. Этот приказ. Тут написано, вот ингушского конного полка Крым-Султану Базоркину наградить георгиевским оружием за бой 15 июля 2016 года у деревни Зержаны. И вот описывается его подвиг, что он, командуя 4-й сотней, личным примером воодушевляя свою сотню, лихо повел ее в атаку в конном строю на рощу, что южнее высоты 339, будучи встречен с сильным артиллерийским пулеметным огнем противника, врубился в густую цепь германцев силой около полуроты и уничтожил ее просто с холодным оружием. Ну, они с саблями фактически наехали, пулеметы набросились. Запечатлел, вернее, смертью свой содеянный подвиг. За это его уже представили к Золотому Георгиевскому оружию. Он награжден был. Это одна из высших наград была тогда в царской России. Кроме того, еще хочется что сказать про него. Вот, был такой Краснов, исследователь. Он написал в 60-е годы книгу «Физическая культура и спорт Чечено-Ингушетии». Вот здесь он тоже про него говорит не как про военного, а как про спортсмена. Он в конце 19-го, начало 20 века был очень хорошим бегуном. Он говорит, он даже один из лучших был. Интересная подробность. Именно они вообще старались на лошадях не ездить, именно, несмотря на то, что их и верховая езда отличная была, все равно так тренировались. Он даже фотографию поместил на книге и подписал «Сильнейший джигит и бегун Ингушетии». Крым-Султан. Ну, к сожалению, он женат не был, и такая вот судьба у него была, что он в 16 году получил Георгия, ну, скончался на поле сражения. Переходя к следующему нашему герою, Султанбеку Борову, вот какая информация есть о нем? Султанбек Бекборов тоже вот, интересная личность, они тоже фактически из военной династии. Там у нас Султанбек Бекборов. Его дед Тимурко Боров был царским офицером, брат его деда Анзор Боров тоже был царским офицером. Даже у них свое село было недалеко от Владикавказа, аул Боровых был. Потом отец его тоже известным человеком был Заурбек, который сначала гражданский занимал должности. Он работал в Азербайджане, в Грузии, потом переселился в современную Туркмению, в Среднюю Азию, в Ашхабаде он был. Сам он родился по некоторым или в Владикавказе, или в селении Длинная долина, сейчас Терк называется, в 1889 году. У него тоже есть послужной список, там это все зафиксировано. Заканчивал он именно в Ашхабаде гимназию, общее образование получал. Отец тогда там был, это 1905-1906 года, видимо, там он заканчивал. А военное? А потом военное, уже оттуда он отправляется в Елизаветградское кавалерийское училище. Оно находилось, сейчас это где-то центр Украины, опять же, там, по-моему, Кировоградская область, там был Елизаветград, город такой был, там было военное училище. Вот он на него поступает в 1908 году и заканчивает в 1910 году это училище.
его направляют в 5-й Уланский литовский полк для прохождения службы и в чине корнета, подпоручик называется. Вот он с офицерами своего полка здесь вот, запечатлен. Да. Только часть офицеров там, с полка, вот там он проходит свою военную службу. Ну, потом, как и предыдущий наш герой, видимо, ну, в принципе, он в составе полка уже участвовал в Первой мировой войне. Он уже в штабс-ротмистром тогда был. Ну, потом в 16-м, где-то в начале года он переводится в Ингушский конный полк, тоже участвует непосредственно в самом полку. Он также получил вот за Первую мировую войну георгиевское оружие. Ну, это еще до того, как он перешел в Ингушский полк, было в 15 году. Тоже за его подвиг. Он хорошим разведчиком был. Не только, вот тоже приказ есть императорского, российского императора с 11 марта 15 года. Вот здесь георгиевским оружием он награждается. Вот здесь у нас 5-го Уланского литовского его величества короля Виктора Эммануила III полка Султанбеку Бекборову за то, что, будучи начальником, говорится, что он хороший был разведчик. И вот в конце, кроме того, при разведке 20 октября 2014 года со своим взводом атаковал вечером в темноте эскадрон саксонских конно-егерей, врубился в его ряды и обратил их в бегство. За это он получает георгиевское оружие. Потом уже в Ингушском полку, будучи он много наград получил, всего у него 6 орденов было за Первую мировую войну. Станислав второй степени, третьей степени, Анна второй, третьей, четвертой степени, Владимир четвертой степени. Он также участвовал, он руководил 3-й сотней Ингушского конного полка и участвовал в том же сражении Изыржане, где Базоркин, Крым-Султан, командовал 4-й сотней. Там же он получил тяжелое ранение, через несколько месяцев, уже в сентябре 2016 года скончался. Он тоже не был женат, поэтому с детей никого не оставалось у него. И ему посмертно дали звание еще ротмистра, что-то вроде майора на сегодняшний лад. Следующий вот наш герой — это тоже офицер царский, тоже фактически, можно сказать, сослуживец, однополчанин вот этих двух наших героев. Это Долтмурзиев Султанбек или Султан Дениевич. Тоже интересная личность. Он очень молодым был в Первой мировой войне, фактически 18 лет ему тогда было. Сам он сын Дени Долтмурзиева, который более 30 лет в Терской постоянной милиции служил. Когда-то был старшиной селения Кескем, сегодняшней Инерки Малгобекского района. Это он сам тоже там родился в 1896 году. Такая же интересная семья, что не только он, но и еще 2 брата у него тоже были офицеры царские. Еще один брат, по-моему, в Великой Отечественной войне, Сулейман, участвовал, по-моему, военным врачом был. Вот такая интересная фотография. Вот они, 5 братьев, да, очень похожи друг на друга. Вот это вот у нас Султанбек с краю. Вот. Мы ранее делали программу, проводили с Перснаку Газиковым о Долтмурзиевых, об этой семье. Ну, вот у них родственники до сих пор живут там в Инерках, в Малгобеке. Вот такая вот семья была. Он тоже Владикавказское реальное училище заканчивал, как общее образование там получал. Но потом отправляется тоже интересно, вот, не знаю, может, как раз Перснаков Газиков знает, почему он отправился в Ташкент. Он вот, Ташкентское военное училище оканчивал. Вот если Бекборов туда направился, было понятно, потому что его отец вот в тех местах был. Вот он Ташкентское военное училище заканчивает, ну, ускоренные курсы в 1914 году. Оттуда его направляют, по-моему, в Омский военный округ, 17-й Сибирский стрелковый батальон. Он там служит, потом в 15 году, где-то 19 лет, по-моему, тогда был, он переводится в Ингушский конный полк, дикая дивизия, как это тогда называли, Кавказской туземной конной дивизии. И в той же сотне был, что и Бекборов. Бекборов командиром был, он там взвод возглавлял. Тоже получил немало наград для своего возраста. Он получает не только награды, он чин там за войну получил корнет, потом поручик, потом штабс-ротмистр, святого Станислава второй степени, 3-й степени, Анны 3-й, 4-й степени он получил. И тоже участвовал в том же сражении у деревни Изырджаны.
руководил взводом, и за свои заслуги как раз-таки тоже получает георгиевское оружие золотое. Чуть позже получил уже после февральской революции, поэтому здесь же приказ был не императорский, а Временного правительства армии и флота. Вот такой приказ 17 марта 17 года уже он получает. И здесь описан его подвиг. Вот здесь, что ингушского полка султана Даутмурзы за то, что в бою 15 июля 16 года у деревни Зержаны, командуя в чине корнета взводом 3-й сотни, названного полка, под действительным огнем в конном строю врубился со взводом в ряды германцев, занимавших шоссе, уничтожил их и затем, воодушевляя своих людей личным примером храбрости, атаковал кладбище деревни Изержаны, прорвал фронт германского расположения, чем оказал большое влияние на общий успех всей сотни. За это он получает георгиевское оружие. Так, такая вот военная, сказать, коротко их не было. Военный путь. Да, военный путь, так скажем. Вот как вы считаете, какие общие черты объединяют наших сегодняшних героев? Все трое — это как бы пример вот кадровых офицеров тех времен. И как ингуши, как офицеры, все из фактически военных династий вышли. Все вот получали, вот тогда было принято вот общее образование, как я уже говорил, потом военное образование классическое получали. Очень безупречно шли по карьерной лестнице, именно военной. Никаких вот таких отрицательных от них отзывов, именно руководства военного, кого-то еще, вот только вот положительное все было. Ну, кроме того, и семьи у них были, соответственно, вот такие вот военные, известные люди были. Единственное, как и любые все остальные царские офицеры, вот семья этих военных, они сильно пострадали в гражданской войне, и неизвестно, что было бы с этими двумя, если бы они погибли на войне. Что, например, у Бекборова отец Заурбек, ему уже 60 лет тогда было. Кстати, о нем хорошо пишет. Вот Марков был такой у них сослуживец в ингушском полку. По-моему, поручиком он был. Он в своей книге в ингушском конном полку говорит про Заурбека Бекборова, что 60 лет, он не офицер пока еще, но мы его как бы у нас не как в других частях в ингушском полку было там по офицерски, а по старшинству. Поэтому, когда офицеры собирались, его сажали на почетное место, хотя он не офицер, в собрание. И вот сидел и он там, как бы это вообще интересно было, что он отец, и у него два сына там же были. И тот же Султанбек, и еще Исмаил был тоже сын. Вот Заурбек, отец этого султана, и брат Исмаил, они уехали. Ну, после этой гражданской войны был вынужден в Европу уехать, потом, по-моему, во Франции где-то они были, вот дальнейшая судьба неизвестна. Кто-то уехал, кто остался, там совсем другой. Вот Базоркин, опять же, Крым-Султан, и у него брат Муртазали был офицером, тот даже в Турцию вынужден был уехать, оттуда в Персию, там он скончался. Тот же Николай, о котором мы говорили, его внук Мачко Базоркина, родственник, которому он за Амурский полк, когда отправлялся, тот был вынужден бежать в Китай, от Китая опять в Европу, тоже такая судьба. Вот про Даутмурзиева тоже, наверное, говорили, опять же, два брата офицера, у них плачевная судьба была в 1937 году, и одного и второго расстреляли, Бек-Султана и Асламбека. Его самого, говорят, тоже преследовали, но единственное из того, что как бы он на стороне красных, видимо, воевал, кто-то даже говорит, что Буденный за него заступился, он смог избежать этой судьбы, но его, опять же, депортировали в 1944-м, и, по-моему, в 1952 году в Казахстане он скончался, так не дожил до того времени, когда можно было вернуться, хотя возраст не такой большой был, по-моему, 56 где-то ему. Да, они в основном все погибли молодыми, да. Вот такая вот у них. И опять же, вот, у нас, конечно, народ маленький, наверное, может, они и тогда были известны, кто-то родственник был и так далее, но интересная судьба, что с Ингушетии они вышли все в разные стороны. Там Крым-Султан, он в Китае фактически был, Бекборов был в Ульяновске, Симбирский, его полк стоял, а Даутмурзиев был в Сибирском полку, в Омске. То есть они из разных мест со страны, они как бы, когда появился ингушский конный полк, все туда. Объединились. Да, и там уже вместе, как бы плечом к плечу сражались, участвовали в Первой мировой войне. Бекхан Магомедович, благодарим вас, что вы сегодня пришли и напомнили, рассказали нашим телезрителям о славных представителей нашего народа. Вам большое спасибо, что пригласили и позволили рассказать
чтобы люди не забывали, что у нас были такие представители. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.